Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости я рада их представить. Итак, обобщу сначала. Специалисты в нашей сегодня студии, специалисты специализированного застройщика «Эволюция», представитель застройщика «Эволюция» Данил Кривогорницын. Данил, здравствуйте. Здравствуйте. И юрист застройщика «Эволюция» Василий Павлов. Василий, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию, потому что тема, на которую мы будем говорить в ближайшие 38 минут, я думаю, она интересна точно многим людям. Мы будем говорить про недвижимость. Пресловутый квартирный вопрос, который портит людей. И то, чего мы коснемся сегодня. Ключевые особенности рынка, льготные ипотечные программы, перспективы развития автодорожного округа города Якутска, новый жилой комплекс «Сайды» от специализированного застройщика «Эволюция». А если обобщить, то мы сегодня будем говорить, подводить анализ текущего состояния рынка недвижимости в Якутии. Ну что может быть интереснее? Начать я предлагаю именно с рынка недвижимости и рассказать о том, какие сложности существуют на сегодня. На сегодня рынок недвижимости в Якутии, он в таком состоянии, то что сейчас стоимость недвижимости растет каждый год, и относительно ранних периодов стоимость быстро увеличивается, так скажем, сейчас в банках идут ужесточения получения ипотечных кредитов, также усложнение условий банковских. К примеру, на сегодня некоторые банки просят первоначальный взнос в размере 50%. В некоторых банках, Это очень, очень большая сумма. Да, к примеру. 50% от полной стоимости квартиры. Да. К примеру, если квартира стоит 6,5 миллионов, первоначальный взнос составляет 3 миллиона. Грубо, То есть таких денег не у каждого под подушкой или в банке, Поэтому... наушники просят поправить. Ага. Если вам некомфортно, можете снять. Да, я сниму лучше. И поэтому сейчас у застройщиков такая ситуация, то что спрос падает, предложение больше. То есть пару лет назад на рынке ситуация была наоборот другая. К примеру, предложений было мало, а спрос большой. То есть люди покупали все, что есть на рынке, не смотрели, сколько там стоимость, грубо говоря. И, к примеру, в нашем жилом комплексе, возьмем, у нас по городу относительно самые доступные цены. А может быть, мы сразу начнем про цены говорить, сколько будет стоить квартира в вашем 16-этажном доме, который будет расположен в округе Автодорожная, недалеко, чтобы зрители и слушатели представляли, где это будет, недалеко от торгового комплекса Билмарт. Да. Наш жилой комплекс называется «Сайды», находится в автодорожном округе города Якутска, а рядом торговым центром Билмарт. Дом 16-этажный, 3 подъезда, и также рядом расположена теплая автостоянка на 48 машиномест. Сегодня у всех людей есть возможность купить у нас квартиру со скидкой до 10 тысяч рублей за квадратный метр. То есть у нас стоимость на сегодня с учетом скидки, новогодней скидки у нас 155 тысяч за квадратный метр. Там как-то общее вы считали 500 тысяч, да? Скидка, это новогодняя скидка. В зависимости от площади квартиры, то есть у нас площади квартиры варьируются от 42 квадратных метров до 68. Это есть и однокомнатные квартиры, и двухкомнатные, да, и трехкомнатные. Еще есть квартиры, в которых есть второй свет. Я посмотрела презентацию, которую вы отправили, и это дает возможность жильцам распланировать так, как они захотят. То есть проявить какие-то дизайнерские свои фантазии, способности.
В нашем доме трехкомнатной квартиры нет, однокомнатной и двухкомнатной, да, и на 16 этаже есть квартиры со вторым светом, где высота потолка вот до 5 метров. То есть там можно сделать типа второй этаж и сделать еще одну комнату? Да, то есть можно там самим построить отдельно спальную зону можно, да, там, к примеру, либо рабочую зону. И, соответственно, если так обустроить, площадь квартиры, увеличивается она. И на сегодня это очень выгодно, если так брать. Конечно же, невозможно подойти к покупке квартиры без помощи юриста. Василий, так ли это? И что человек должен учитывать, что он должен внимательно читать и о чем он должен знать обязательно, когда он подходит к такому судьбоносному решению? Я бы сказал, что юристом быть не обязательно. Достаточно знать информационные ресурсы, которые есть в интернете, и уметь ими пользоваться. И просто читать, скажем. Юристом быть не обязательно, согласна, но юристов пригласить в сотрудничество наверняка нужно 100%. Или сейчас человек сам может, с учетом того, что он получит какую-то информацию в интернете, может сам справиться с этим. Но мне кажется, все-таки нужен специалист. Нет, скорее всего, специалист-юрист не нужен, потому что вся нормативная, скажем, база, да, или основные, скажем, тезисы, правила, они все доступным языком выкладываются в интернете, и все это можно прочитать в новостях, в открытых ресурсах, в государственных, опять же, в госуслугах. И этого достаточно, чтобы не ошибиться и с застройщиком, и вообще пройти весь путь дольщика и стать собственником. И все это будет как бы в порядке, особенно сейчас. Раньше вот в новостях, скажем, были сюжеты про обманутых дольщиков очень часто и в больших объемах. Сейчас я бы не сказал, что их совсем нет, но в разы, наверное, их меньше. Сейчас... А с чем это стало быть связано? То, что люди стали больше информации стало доступно, или какие-то другие причины? Наверное, больше от того, что больше информации в открытом доступе. Или честных людей больше стало? Я бы не сказал, что честных людей больше стало. А была бы хорошая новость, да. Если бы было так. Нет, дело в том, что очень много информации стало выкладываться в общий доступ. Опять же, наверное, спасибо интернету. Раньше не было реестров, скажем, застройщиков. Сейчас есть реестры застройщиков. Есть сайт, называется «Наш дом РФ». Он входит в единую информационную систему жилищного строительства. Это государственный реестр. Туда имеют доступ все игроки, скажем, рынка, профессиональные игроки. Реестр — это когда человек заходит и видит? Он видит все организации, кто строит жилье, вообще кто строит жилье, скажем, и продает гражданам на рынке. То есть все прозрачно, да? Если на этом сайте есть упоминание об этой строительной компании, об этом застройщике, и значит, человек может доверять. Да, но там же опять же но. Там есть информация о застройщике, есть информация о проекте, о проектах этого застройщика. То есть, например, у одного застройщика он одновременно строит на 2 участках в 3 городах, вернее, в 5 участках в 3 городах жилые дома. Соответственно, у них каждый отдельная проектная документация, отдельная проектная декларация, вообще отдельная информация об отдельных домах. И, соответственно, вот там отдельно выкладывается вся информация о сроках ввода, там буквально все. Квадратура квартиры, квадратура места общего пользования, там, состав стен, толщина стен, цвет стен, все. То есть человек, который, допустим, заинтересуется вот этим месторасположением дома 16-этажного, да, в округе Автодорожный, он может зайти и увидеть в реестре вас, застройщика, конечно, эволюцию, да. И жилой комплекс Сайды. Конечно. И все там посмотреть, из какого материала, да, как будет выглядеть этот дом, как будут выглядеть эти квартиры, там все прям видно. Да, там есть изображение объекта, скажу более того, там есть фотографии ежемесячные, то есть
Федеральный закон номер 214, который регулирует долевое строительство, он обязывает застройщиков опубликовать определенный объем информации. Это даже те люди, которые еще ничего не внесли, не стали еще вашими клиентами, они тоже могут все посмотреть. Конечно, это открытая информация, которую застройщик обязан просто публиковать. Некоторые объемы информации публикуются ежемесячно, каждый месяц, некоторые там раз в квартал, некоторые раз в год. У вас же строительство еще не начато, вы только еще подготавливаетесь. Нет. Уже идет? Идет. У нас сейчас 8 этажей. Нет, там сложно сказать. Там трехподъездный и разные подъезды, разный уровень готовности. Я этот район хорошо знаю, потому что я там живу. Это получается за Билмартом там, да? Если вот торговый комплекс брать, то или это перед где-то? Нет, там же за Билмартом. Там. И получается перед домом у нас где-то между Покровским трактом и проспектом Михаила Николаева, да, там есть участок между Билмартом и ДСК. Там где-то, точно не могу сказать, сколько. А там какие автобусы, какие маршруты ходят? Это там, получается, объездная такая, да, дорога? Туда там больше, ближе туда? Нет, объездная дорога. Там у нас соединяет улица Гаврила Ксенофонтова, да, вот, да. вот эти две дороги. И с нашего жилого комплекса будут именно 3 выезда. В сторону Покровского тракта, на Михаила Николаева и на улицу Гаврила Ксенофонтова. С теми маршрутами, которые сейчас, или будут дополнительные маршруты? Вот эту информацию пока мы не сможем сказать, потому что как дома ведутся, там строительство есть предусмотрено где-то до 30-х годов, грубо говоря, так скажем. Там несколько очередей. Так, дом вы будете строить? Нет, у нас дом ведется в 26-м году. Вот, получается, через год. Через 26-м году, через 2. В июле месяце. Через полтора. Через полтора, да. Это быстро. Можно я добавлю? Да. Есть еще один ориентир. Называется производственная база Якутстроя. Возможно, кто-то... Да. Не то чтобы старожилы, но жители города Якутска знают, что там была производственная база Якутстроя. Можно взять ориентир за Якутстрой. Там за ним, получается. На этих земельных участках. Производственная база Якутстроя. И хотелось бы еще добавить, что наш жилой дом стоит, наверное, ближе к Покровскому тракту. Если взять так схематично посмотреть, то ближе к Покровскому тракту, чем к проспекту Николаева. Как ни крути этот район, да, это все равно окраина города считается. Как-то на цене это будет сказываться, что все-таки это удаленный район от центра города? На сегодня, да, скажем, он кажется удаленным, и это, конечно, это учтено в цене стоимости, да, квадратного метра. У нас по городу, более-менее самые доступные цены. Сейчас цена за квадрат в городе Якутске варьируется, так скажем, от 150 тысяч до 220, грубо говоря. То есть у нас в пределах минимума стоимость. А сколько, если квартира однокомнатная и двухкомнатная? Сколько будет стоить? Однокомнатная квартира с учетом скидок новогодних у нас будет стоить 6 миллионов 500 тысяч. Это 42 квадратных метра однокомнатная. Двухкомнатная у нас начинается от 55 квадратных метров до 68. И стоимость, к примеру, 64 квадратных метра около 10 миллионов. А если сравнить в центре, в новостройке с ценами, то это насколько меньше? Так скажем, в центре там, так скажем, 180 тысяч где-то, наверное, на сегодня за квадратный метр. Если площадь квартиры такая же, 42 квадратных метра, да, грубо, то разница это будет около, больше миллиона, то есть 1 200 000, 1,5. То есть ощутимая разница, деньги, за которые можно сделать ремонт, хороший ремонт на сегодня, да? В новостройке он, наверное, не нужен будет. Вы будете сдавать квартиры уже с готовым же ремонтом? Нет, все квартиры в городе Якутске практически сдаются в черновом варианте. Есть парочка объектов, в которых там... Просто на фотографиях они такие красивые, как будто ничего делать не нужно больше. Нет, это, наверное, бонус от застройщика. Может речь идти о бонусе от застройщика, где
застройщик каким-либо иным образом производит ремонт. Ну или аффилированные структуры застройщика производят ремонт. То есть дополнительная еще услуга за определенную оплату? Нет, тут разные варианты могут быть. Цена может быть включена уже в стоимость. Также может быть и отдельная плата, но эта плата гораздо меньше, нежели вы будете искать там стороннюю подрядную организацию строительную и делать ремонт. То есть выгоднее работать с застройщиком, потому что застройщик может чуть-чуть там пораньше пригласить подрядчиков, то есть пораньше дать ключи, ну такие могут быть маленькие нюансы. Вы вот правильно сказали, что это пока, да, вот окраина города, потому что, ну, воодушевляет жителей округа Автодорожный то, что переименовали в проспект Николаева, и, конечно, есть некие надежды на то, что этот район будет обустраиваться, и он в конечном итоге будет очень комфортным для его жильцов. Ну, на сегодня Автодорожный округ в городе Якутске является одним из самых быстро развивающих округов. И куда, ну, как бы, так скажем, тратится больше всего бюджетных средств мэрии, да, к примеру, развитие инфраструктуры в целом. И там строятся у нас крупные проекты, вот, начиная от Лонколенда, вот, да, федеральный проект крупный, будет строиться... Строится да, он очень долго. Будет строиться кинопавильон, ну, также в районе Прометея, да, Триумф там уже. Да, Триумф есть, межвузовый кампус. Ну, то есть там расширение федерального университета, да, Северо-Восточного федерального университета. Также вот сейчас от нас недалеко микрорайон Звездный. Там же тоже строится самая крупная школа в республике, да, на сегодня, и Ледовый дворец. Ну, то есть это уже говорит о том, что развитие в данном округе идет такими темпами, и о том, что больше всего строек именно в этом округе сейчас. И тем, кто хочет приобрести квартиру, стоит обратить внимание на ваше предложение, потому что потом, скорее всего, когда этот будет более обустроен, да, район, то там цены наверняка будут, ну, они и так растут за квартиру выше. Можно я добавлю насчет цены? К акту ввода, то есть к моменту ввода, обычно стоит еще дороже. Это, ну, правило, скажем. Ну и цены у нас, во-первых, мы строим на проектное финансирование Сбербанка, да, и цену контролирует банк. Ну, грубо говоря, скажем, сегодня цена такая, через полгода вот такая, и не может быть ниже. Поэтому вот цены постоянно растут. То есть размер цены не всегда от нас зависит, от застройщика. Зависит от банка. Причем тут банк? Сейчас, ну, не знаю, свыше 90% или 85%, может где-то так, строительство ведется за кредитные деньги. Это так называемое проектное финансирование. На строительство средства предоставляет банк, соответственно, он диктует застройщику, сколько квартир, за какую цену, за какой период времени надо продать. Вот и все. Вот в округе Автодорожный любуемся все. Это жилой комплекс Прометей. Ваш жилой комплекс будет круче? Ну, у нас, во-первых, один жилой комплекс, то есть это один дом. И рядом с нами, в данном районе, строит компания «Утум». То есть там у них несколько домов. В будущем данный микрорайон, должен иметь все инфраструктуры, да, то есть школа, сады. Ну, в любом случае район большой. Но это прям очень хорошо, если вот рядом будет и школа, и детский сад, и магазины, и аптеки, и медицинские какие-то клиники, да. Ну вот у Прометея это все есть. Но школы там нет. А детского сада есть, школа-то есть.
Возле Прометея уже есть? 39-й есть. Ага. Да вы что, как я отстала от жизни. Спасибо, что сказали. Дорогие друзья, мы во втором блоке продолжим говорить о том, насколько приемлема покупка недвижимости в автодорожном округе. Для тех, кому эта тема интересна, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами. Мы через короткие 4 минуты продолжим. И Данил предложил разыграть такую ролевую игру. Меня уговорят купить квартиру в округе автодорожный. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем говорить про покупку недвижимости в автодорожном округе. Скоро будет жилой комплекс Сайды. И представители специализированного застройщика «Эволюции» сегодня в нашей студии. Я рада их представить еще раз. Данил Кривогорницын, представитель застройщика «Эволюция», и юрист застройщика «Эволюция» Василий Павлов. Мы договорились о том, что вы уговорите меня купить квартиру в округе автодорожный в жилом комплексе Сайды, который сдается в 2026 году. Дом в июне месяце, да? В июле месяце, где будет удобная транспортная схема, где будет инфраструктура в этом жилом комплексе, будут школы, детские сады, что мне меньше всего нужно, но тем не менее, лично мне. Этот район я знаю. Что нужно мне, чтобы решиться на такой поступок и обратиться к вам как застройщику и приобрести квартиру однокомнатную? Я, начну, да? Скажем, вы решили, обратили внимание на тот или иной объект, в данном случае на наш. Вам нужно зайти, опять же, на сайт «Наш дом РФ». Он прямо так и называется, можете в поисковой странице прямо так и вбить. Русскими буквами «Наш Русскими дом». буквами РФ. .рф. Это в зоне РФ находится. Так как это ресурс государственный и контролируется государственными структурами, соответственно, он в зоне РФ. Вот. Вам единственное надо знать о застройщике ИНН или ОГРН. Это государственный регистрационный номер. А где мне это узнать? Это, опять же, в интернете можно в Яндексе просто набить наименование организации, и выйдет или ссылка на сайт, и на сайте найти реквизиты. Это да, ИНН, сразу ОГРН. выходит. Да, или сейчас очень удобно, выходит сразу. Вот, ИНН и ОГРН. Эти цифры вбиваете в поисковой странице «Наш дом РФ», и там уже вас направят туда, куда вам нужно. Покажет наши объекты, он единственный объект, соответственно, откроется страница объекта, и там уже будет информация об объекте, фотографии объекта, изображение объекта, фотографии ежемесячные, то есть начиная от свайного поля, то есть поле, скажем, сваи торчат, и постепенно, ежемесячно, как растет стройка. Я буду прям смотреть, наблюдать. Да, вы будете прям смотреть ежемесячно, как растет стройка. По законодательству застройщики обязаны раз в месяц публиковать фотографии. Там 3 или не менее 3 или 4 фотографий. Этого достаточно, чтобы понять, что стройка идет, что она не стоит. Все честно, все прозрачно, да, меня не обманывают. Да, там видно прямо прогресс. Я еще ничего не заплатила, я просто смотрю. Да, вы просто смотрите об объекте. Да, есть ли объект, строит ли его вообще, где он находится, свойства объекта, там сколько этажей, сколько подъездов, цвет фасада, как будет выглядеть подъезд, лифт, все. Там есть поэтажные таблицы, поквартирные таблицы, как будет выглядеть, там сверху схема, да, квартиры, где находится, слева, справа, окно выходит там на север, на запад, на восток. Вот это все там есть. Вот. Из чего строятся материалы, тоже все есть, да, плюсы и там минусы. все есть, толщина стен, окна, как. У вас ведь там что-то будет с подогревом полов, да, и еще что-то на первом этаже, какая-то дополнительная. Теплые полы будут на первом этаже. Вот, скажем, вы это все посмотрели. Если хотите, можете дополнительно зайти на сайт, скажем, арбитражного суда, сайт судебных приставов. Там же вбивайте тоже ИНН, ОГРН, и вам выйдет список судебных. Были ли у этого застройщика судебные с дольщиками? А были ли? Нет.
Вот, Вы, наверное, недавно, да, на рынке недвижимости, не так давно? Да, это наш первый объект. Но я вам советую, как юрист, не обязательно, вот, скажем, на наш объект. Может, вы чуть-чуть другой объект. Не, давайте на ваш. Это же Хорошо. ваше время эфирное. Опять же, можете зайти на сайт и проверить, есть ли судебные. Их там не будет. Вот, это уже как бы плюс. Есть еще сайт Руспрофиль называется. Ну, он коммерческий, но он выдает информацию о юридическом лице полностью. Вообще все. Кто директор, телефоны, опять же, судебные были, нет, исполнительное производство, вот это все выдает разом. Если я захочу по какому-то телефону позвонить и уточнить, я тоже могу это сделать? Конечно. А мне нужен будет риэлтор в помощи для того, чтобы эту информацию как-то систематизировать, где-то, может быть, как-то посоветоваться? Думаю, что риэлтор вам не понадобится. Ну, если вы хотите комфорт в некотором смысле, то это ваше право, да. Но за риэлтора надо будет доплачивать. Но... Вы предоставляете сами, ваша фирма, ваш застройщик? Да, конечно. Ну, я как отдел продаж, мы курируем, то есть клиент подходит к нам в офис, консультируется, выбирает объект, к примеру, да, и после этого мы уже начинаем сопровождать подачи заявки в банки. К примеру, мы работаем со всеми банками, но в основном со Сбером. И подаем заявку за клиента, помогаем в оформлении там документов, доверенностей, согласий и так далее, да, и до, грубо говоря, совершаем сделку, после сделки до выдачи ключей. То есть полноценно отдел продаж полностью курирует весь процесс. И это бесплатно. А сколько мне должно быть лет? Должна ли я подходить под какие-то льготные категории? Ну, на сегодня так скажем, да, то есть базовая ставка Центробанка, ключевая ставка, да, она на историческом максимуме. И, соответственно, у всех банков сейчас очень высокие ставки по базовым ипотечным продуктам, но сейчас в основном выдаются только льготные ипотечные продукты. Это у нас семейная ипотека. Молодым семьям. Это молодым семьям, которые имеющие двоих несовершеннолетних детей, либо одного ребенка до 6 лет. Также именно в Дальнем Востоке у нас главный драйвер выдачи ипотеки – это дальневосточная ипотека, под которой сейчас на сегодня подпадают молодые семьи до 35 лет, работники медицинской организации, педагогические работники, служащие, сотрудники оборонно-промышленного комплекса и участники СФО. Ну, то есть сейчас перечень большой. Если раньше было только молодые семьи, сейчас он расширился. Под 2% можно будет взять в банке, да? Вот ипотечный под 2% кредит. Ипотечный кредит, сроком до 20 лет. Ну, к примеру, на сегодня, если берут 6 миллионов, на 20 лет платеж составляет 30 тысяч. По базовым продуктам платеж там будет очень большой. А возрастные ограничения сейчас же тоже существуют? До какого-то возраста мне может банк пойти навстречу? У всех банков вот этот порог разный, но по госпрограммам там обычно до 70 лет на момент погашения ипотеки должен быть. То есть, к примеру, если человеку 50 лет, он работающий, да, то до 70 может оформить 20 лет. А сколько взнос вот ипотечный будет составлять? Ну, сейчас, в этом году вообще очень много изменений было, да, по условиям ипотеки. Последнее изменение у нас было вот буквально в конце ноября, да. И тут, получается, дополнительные комиссии включили банки, да, комиссии застройщикам, то есть так называется субсидирование ставки, льготной ставки. И это последнее изменение. Вообще, в этом году вот субсидирование уже было в январе, да, после этого был спад такой большой по выдачам ипотечных кредитов, и после этого субсидирование вот это отменяли. Потом они повторно возобновили. В следующем году, возможно, прогнозируется то, что ведут один единый ипотечный стандарт, то есть по которому все банки должны будут работать.
возможно, там вот это субсидирование уберут. Надеемся, да? Это субсидирование, оно влияет на стоимость квартиры. Ну вот если, например, человек покупает себе, да, квартиру, он делает первый взнос, беря в банке кредит ипотечный, потом ежемесячно от какой суммы, допустим, давайте однокомнатную квартиру, от какой однокомнатная квартира у нас стоит 6,5 миллионов. На 20 лет? На 20 лет первоначальный взнос составит 20%. Ну, если первоначальный взнос 20%, то застройщик оплачивает субсидирование. 20% это миллион? 1 300 000. 1 300 000, и остальную сумму он выплачивает каждый месяц человек, поскольку? Там сумма кредита составит около 5 200 000. Ну, так грубо скажем, да, 25-26 тысяч будет на 20 лет. То есть это очень хороший процент. И там переплата небольшая, да? Переплата, да, совсем. За весь срок там небольшая будет по сравнению с базовыми ставками. Ставка очень хорошая. Даже в развитых странах таких ставок нету. То есть это очень хорошие условия для наших жителей Якутии и Дальнего Востока в целом, да. Ну, как минимум нужна зарплата в 50 тысяч, либо, допустим, зарплата у человека и пенсия, да, тогда он может как-то... Ну, и расчеты у банков сейчас тоже поменялись, да, то есть там у них, если раньше расчет велся, к примеру, есть показатель долговой нагрузки, называется, да, там он ранее мог составлять до 90%, сейчас снизили до 50%. Это говорит то, что если клиент, к примеру, имеет зарплату 100 тысяч, и у него, если есть кредиты с платежом более половины этой суммы дохода, да, то он не сможет уже оформить вообще любой кредит. И зарплатой 100 тысяч не сможет оформить? Да, то есть это... Так еще не у всех зарплата 100 тысяч. Ну да, но такие говоря, именно условия ужесточения со стороны банков идут. Так это тогда вредительство вот вам, как застройщикам? Ну, можно так сказать, да, но все равно желающих оформить, приобрести квартиру всегда есть, да, то есть конечно. Молодые семьи, которые приобретают первую квартиру, это очень важный, серьезный шаг для каждого человека. Еще есть такие неофиты, как я, которые ни разу не приобретали себе квартиру. К примеру, вы вот не приобретали. Вы сейчас по льготным программам не подходите, да? Из того, что вы перечислили, нет. Ага. Ну вот поэтому таких людей много, которые не подпадают под льготные ипотечные продукты, да, и некоторые застройщики, и также у нас рассматривается какие-то именно программы в виде рассрочек и так далее. К примеру, если у вас есть половина стоимости либо больше, да, квартиры, то мы можем вам... Конечно, нет. И таких людей, как я, очень много. И, конечно, вот то, что вы сказали, если с семьями, да, вот семьями, наверное, когда 2 зарплаты, да, когда, может быть, еще есть какие-то вот дополнительные доходы, тогда, да, можно. И, конечно, если нет квартиры, это нужно сделать, тем более, если семья молодая. И хорошо, что это всего по 2% возможно сделать, и все-таки это реально выплатить. И где-то же жить нужно, да, кого дети, об этом, конечно, нужно задумываться. Василий, еще что по юридической стороне вы не сказали, скажите, пожалуйста, потому что у нас остается 5 минут до конца эфира. Еще важный, скажем, элемент – это процесс оплаты, скажем. Вы выбрали застройщика, выбрали квартиру, заключили договор долевого участия, который мы называем ДДУ сокращенно. Вот. И пришло время, скажем, оплачивать. Вы взяли ипотеку, привлекли кредитные средства в банке, взяли ипотеку, и вот эти денежные средства, они не передаются застройщику. Застройщик эти деньги не использует, он просто их видит и все. Они перечисляются в спецсчет, который называется escrow счет, и они там хранятся до того момента, как дом будет сдан в эксплуатацию. Как только дом сдастся в эксплуатацию, это пройдут строительный контроль, там примут пожарные, строители, все, дом соответствует, все работает, тогда
эти деньги только перейдут застройщику, а до этого они на имя дольщика, то есть на ваше имя. Они там лежат просто. А в это время, пока еще человек не заехал, объект не сдан, но он платит, но он, например, уже передумал и хочет продать квартиру, он может это сделать? Конечно, в любое время до сдачи дома в эксплуатацию дольщик может переуступить свои права, требования на эту квартиру любому другому лицу, юридическому, физическому, любому другому. Но если вы взяли ипотеку, то это надо делать с согласия банка в первую очередь. А потом уже брать согласие у застройщика. Ну, застройщик обычно не против. Какая разница застройщику, кто будет платить и кто будет жить? Просто по гражданскому законодательству переуступка прав с уведомления и согласия застройщика должна быть. Тема интересная. 3 минуты до конца эфира. Возможно, я что-то не спросила, добавляйте. Ну, мы добавим то, что у нас отдел продаж находится по адресу Ярославского 3. Это здание, где находится Новосел, вход со стороны остановки. Либо же можете позвонить и проконсультироваться по номеру 25 33 22. 25 33 22. Это у нас номер телефона отдела продаж. И можете проконсультироваться по любому интересующему вас вопросу. В рабочее время с 9 до 6, да? В любое время. Вообще в любое? В любое время можете позвонить. У нас есть WhatsApp. Вот на этом номере? На этом номере. Ну, по этому номеру вы связываетесь. Да, в Тугисе мы есть. Что есть? В Тугисе. Сейчас все пользуются Ну, Тугисом. да, там да, есть да, ссылки и на сайт, и на электронную почту, на телефоны. Там даже можно увидеть объект, где он находится. И можно добавить то, что 7 дольщикам, которые у нас приобретают квартиры, мы дарим стартовый набор умного дома. Это, ну, так скажем, ноу-хау, да, в Якутске. Ну, туда входит у нас умные выключатели, видеодомофон, регулятор газового котла, да, то есть это и датчики протечек. То есть это мы дарим всем покупателям. Также идет подарок страхования имущества на год после ввода дома. То, что будет газовое отопление, да, это еще и плюс, потому что меньше оплата. Да, меньше оплаты за коммунальные услуги. Да. Спасибо большое. Мне было интересно с вами общаться. И, может быть, несколько слов, почему именно должны выбрать наши слушатели и зрители вашего застройщика. И, может быть, поздравите с наступающим Новым годом. Коллег, зрителей, слушателей, друзей. Ну, всех слушателей поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого хорошего, наилучшего и тепла в вашем доме. Приобретайте у нас квартиры, посоветуйте вашим родственникам. Для них у нас есть программа вознаграждения, то есть называется «Приведи друга». К примеру, если ваш знакомый приобретает у нас квартиру, вы получаете вознаграждение, денежное вознаграждение. Застройщик «Эволюция», жилой комплекс «Сайды». Кому интересная информация, да, вы можете зайти на сайт, можете позвонить по телефону 25 33 22. Да, и сделать себе отличный подарок к Новому году, судьбоносный. Еще раз спасибо вам большое, слушателям, зрителям, спасибо за внимание, всем хорошего вечера. До свидания.